Информационная служба Осетия ТВ. Главные темы выпуска. В арбитражном суде прошло очередное заседание по городскому делу между охранной компанией «Юстас» и полицейскими. Директор частной организации Владимир Плиев обвиняет должностных лиц городского МВД в грубейших административных нарушениях. Подробнее в материале Тамилы Хамицаевой. Наука становится наиболее популярной среди подрастающего поколения. Об этом свидетельствует 12-й по счету форум молодых исследователей «Ступень в науку», в очередной раз объединившая более сотни талантливых школьников со всех уголков республики. Ребят уже сегодня называют будущей научной элитой страны. 2015 был объявлен годом борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В последние дни января лучшие специалисты республики собрались, чтобы обсудить профильную работу в Северной Осетии. На встрече эксперты озвучили статистику и призвали население проходить профилактические осмотры. Эти и другие новости далее подробно. В арбитражном суде прошло очередное заседание по делу директора частной охранной организации «Юстас» Владимира Плиева. Он обвиняет должностных лиц городского МВД в грубейших административных нарушениях. Как отмечают истцы, в 2013 году сотрудники правоохранительных органов незаконно, без судебного решения, изъяли служебное оружие в 4 частных охранных предприятиях – «Юстас», «Юстас-центр», «Алекс» и «Патруль». При этом полицейские, как указано в исковом заявлении, причинили компании имущественный ущерб, а предприятие «Юстас» было лишено лицензии. На 2 предприятиях, деятельность полностью была прервана на месяц, где были госконтракты, где мы понесли очень большие убытки, очень большие. Сегодня мы, можно сказать, что работаем, я не могу сказать даже, что на 50%. Почему? Потому что у нас нет оружия, а сторожа с палками, извините, только нужны тем, кого обязывают. Судебные тяжбы длятся уже 2 года. На протяжении всего времени сторона обвинения пытается выяснить, на основании каких правовых и нормативных документов была проведена проверка и почему полицейские изъяли оружие из предприятия в выходной день, когда на месте никого не было. В этом сейчас и состоит главный вопрос. Представители управления МВД по Северной Осетии настаивают, что оружейная комната в предприятии осматривалась не в рамках официальной проверки, а в ходе ознакомительного визита. Полицейские выявили около 40 нарушений, но предупреждения не последовало и времени на их устранение также не предоставили. Суд уже в который раз отложил вынесение решения. Следующее заседание, на котором рассмотрят дополнительные доказательства нарушений сотрудников МВД, состоится 24 февраля. Тамила Хамицаева, Фатима Диваева, Михаил Безуглов, Осетия ТВ. В Северной Осетии в эти дни проходит 12-й по счету форум молодых исследователей «Ступень в науку», который объединил более сотни талантливых школьников со всех уголков республики. Все они победители всевозможных конкурсов и олимпиад. Ребят уже сегодня называют будущей научной элитой России. Программа мероприятий в этом году насыщенная. Дискуссионные площадки по математике, истории, биологии, лингвистике, химии и медицине. Подобные мероприятия, они очень важны не только для нашего региона, и в целом для Российской Федерации. Вы видите, какой активный интерес у правительства, у представителей Министерства образования к подобным мероприятиям. Лицо науки, очевидно, молодеет, и поэтому делается все для того, чтобы привлечь в эту среду, в научную среду, молодежь, детей, для того, чтобы видеть перспективы их в будущем. С каждым годом желающих попробовать себя в области научных исследований становится больше. Успешные выступления на этих площадках практически гарантируют поступление в ведущие вузы России. Участники детского конкурса порой поднимают самые серьезные темы. Юные дарования буквально засыпали вопросами научную комиссию. 8-классница Диана Эдорчинова рассказывает, что с темой научной работы определилась сразу. Ученица гимназии «Диалог» исследовала тему «Психологические барьеры в системе ученик-учитель». Достаточно часто я слышу от своих друзей то, что у них возникают проблемы, когда они общаются со своими учителями. И мне стало интересно проанализировать их проблемы в системе, когда межличностного общения. И в ходе этих опытов я узнала многое об этой теме и могу предположить, могу дать советы учителям, как лучше общаться со своими учениками, чтобы не возникало ссор, конфликтов.
Впереди у ребят защита проектов. Уже через неделю станут известны имена победителей. Авторы лучших исследовательских работ отправятся на всероссийские конкурсы «Национальное достояние России» и «Первые шаги в науку». Для многих школьников этот конкурс станет первой ступенью в мир больших открытий. Земфира Лулаева, Фатима Макиева, Заур Цеов, Осетия ТВ. В своем обращении к Федеральному собранию в конце прошлого года Владимир Путин объявил 2015 годом борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Лучшие специалисты республики собрались, чтобы обсудить профильную работу в Северной Осетии. Заложенный бюджет в нынешнем году планируется потратить на то, чтобы улучшить лекарственное обеспечение. Министерство здравоохранения с целью совершенствования медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями приобрело системы для дистанционной передачи ЭКГ. Это позволит нам уже в этом году улучшить догоспитальную диагностику острого коронарного синдрома. То есть диагностируется у больного, передается эта кардиограмма в Северо-Кавказский многопрофильный центр, и специалисты в короткое время, буквально минуты, наверное, для этого будут уходить, они будут определять показания к оказанию пациенту уже эффективной этой высокотехнологичной помощи. С 2003 по 2013 годы смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в Северной Осетии снизилась на 19%. По словам Ларисы Ревазовой, у каждого 13-го россиянина нездоровое сердце. Сокращению смертности способствуют и законы, к примеру, антитабачный. Даже в Москве и Московской области, по данным Минздрава Московской области, только принятие антитабачного закона позволило сократить курение, в том числе у школьников, чуть ли не на 10%, и на 5 или на 7% сократить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. Специалисты призывают жителей республики вести здоровый образ жизни и обязательно проходить профилактические осмотры, ведь легче вовремя предотвратить болезнь, чем ее лечить. Залина Губурова, Михаил Безуглов, Осетия ТВ. Георгий Плиев – новое имя в искусстве Северной Осетии. Персональная выставка молодого художника открылась в Национальной научной библиотеке. Название экспозиции «Путь к свету» было выбрано по одноименной картине. Имя Георгия Плиева уже известно тем, кто следил за результатами дизайнерского конкурса «Арт-Ель». Учитывая его заслуги в этом конкурсе, мы решили таким образом его поощрить, сделать такую персональную выставку, первую в его жизни. Я думаю, не последнюю, потому что он действительно заслуживает этого. Чуть более 90 картин написано Георгием за 3 года кропотливой работы под чутким руководством опытного и глубокого художника Аслана Хитагурова. Георгий – студент 5-го курса Владикавказского художественного училища. Выставка для него стала своего рода подведением итогов 5-летней учебы. Глядя на этого молодого человека, сложно поверить, что в таком юном теле такая мудрая душа. Около 4 месяцев ушло у художника на восстановление старинной иконы, которая находится в коллекции жителя Владикавказа Олега Мауралова. Георгий признается, что перед тем, как взяться за воссоздание иконы, он держал пост. Икона не потеряла свою чудотворную силу, в чем могут, наверное, более десятка человек, которые меня просили за них помолиться и зажечь свечку возле этой иконы. Помогает вылечивать больных и направляет на путь истины. Работы в жанре реализм. Некоторые полотна поражают своей удивительной глубиной. Несение креста, моление о чаше, игра со смертью. Есть и бытовые зарисовки, сочные и яркие. А еще среди работ Георгия можно встретить солнечные пейзажи и даже портреты родных людей. В основном мне очень близка библейская тема. Я считаю, что это извечная тема, и что по Библию нужно не только знать, что она существует, но и жить по ее законам, чтобы оставаться людьми. И библейская тема, нардский эпос, национальная тема, мифологию очень сильно люблю. То есть стараюсь не уходить в какой-то один жанр или стиль какой-то, развиваться все-таки. Он с благодарностью говорит о своих учителях и всех, кто помог в организации выставки. После окончания художественного училища юный художник Георгий Плиев собирается продолжить обучение в Санкт-Петербурге. Залина Губурова, Михаил Безуглов, Осетия ТВ. Вот уже 37 лет любительский футбольный сезон в Северной Осетии открывается в середине зимы традиционным турниром памяти Леонида Саблина. Он был первым заведующим кафедрой физкультуры и спорта СК ГМИ и героически погиб во время Великой Отечественной войны.
В этом году в турнире принимают участие команды со всей республики. Всего за победу в чемпионате поборются 20 коллективов. Игры параллельно проходят в разных районах. За победу на зеленом прямоугольнике сражаются любители футбола разных возрастов. Главная цель турнира – пропаганда здорового образа жизни у молодежи. В ближайший месяц болельщиков ожидает незабываемый праздник футбола. Главная задача – это, наверное, подготовиться к сезону. Все-таки зимой это большой период к началу нового сезона. И ребята все собираются, поддерживают форму и, одним словом, потихоньку втягиваются в сезон. Ценность, наверное, в том, что менталитет нашего региона всегда хочет, все пацаны хотят побеждать. И, наверное, главная ценность в этом турнире, наверное, вот это. Потому что все пацаны хотят выигрывать, проигрывать абсолютно никто не хочет.